Спасибо за приглашение. Всем здравствуйте. На самом деле, прежде всего хочу сказать, оценить тот большой труд, который сделала команда, которая разрабатывала стратегию. И на самом деле это очень серьезный концептуальный документ, который вот я просматривала буквально вот на днях, который не потерял актуальности сегодня. Многие выводы, которые там сделаны, и причем эти выводы не только концептуальные, но они еще и в форме таких практических рекомендаций, все они, как правило, актуальны и сегодня. И в этом смысле, конечно, вот есть такое сожаление, что вот 10 лет, да, так быстро пролетело время. И, в принципе, это время должно было быть временем реализации этой стратегии. Но будем надеяться, что все-таки на самом деле осознание этого в нашей власти прежде всего произошло. И вот такое системное планирование и реализация запланированных идей, все-таки это начнется. Теперь, что касается вот раздела, который я готовила. Раздел называется «Кластерная политика в Абхазии». Я посмотрела и вообще мониторю, как развивается вот эта тема в зарубежных СМИ, особенно в России. И я вот вижу, что, вы знаете, актуальность темы возрастает. Очень много научных исследований, обзоров по поводу того, что дает вот этот фактически управленческий подход, кластерный подход. Для тех, кто хочет поподробнее ознакомиться с этой темой, она и в стратегии есть, но в более расширенном варианте она опубликована на Российском академическом сайте, можно просто набрать в Гугле, или я могу прислать. Поэтому нет возможности сейчас подробно на каких-то моментах останавливаться. Но вот сегодня я вот слушала очень многих выступавших и, в принципе, со всеми согласна, конечно, но обратила внимание на то, что мы ведем разговор по-прежнему о развитии отдельных отраслей. То есть мы не проводим никаких корреляционных, синергетических взаимосвязей между отраслями там, где это возможно и даже напрашивается. Учитывая тот факт, что есть очень большая наработанная такая практика, и я уже не говорю о литературе большой на тему кластерного подхода. Вообще слово «кластер», просто вот для визуализации, оно переводится как гроздь. Вот гроздь винограда есть, да, допустим, стержень, да, и на нем, значит, вот находятся сопутствующие компании, структуры и так далее. Вот в этом суть кластера и кластерного подхода, когда речь идет о том, что определенные проблемы разных отраслей решаются за счет объединения потенциала, усилий, за счет объединения так называемого синергетического и мультипликативного эффекта либо одной отрасли, либо разных отраслей. Но вот учитывая специфику Абхазии и учитывая те специфические вот вызовы, которые стоят перед нами, сегодня уже об этом тоже говорилось, учитывая тот факт, что государство у нас находится фактически в ситуации изоляции, мы лишены тех возможностей, которыми обладают все наши соседи по региону. Учитывая тот факт, что блокируются все более-менее значимые инициативы как во внешней политике, так и тем более в экономике. Яркий пример – аэропорт. Не успел он запуститься, и мы видим, как предпринимаются усилия, чтобы международные полеты запретить, и тем самым, конечно, ухудшить ситуацию в направлении этого действительно важного проекта. И учитывая специфику именно Абхазии, тех рисков, которые стоят перед нами, мы все-таки решили пойти по такому пути. То есть создание агрофинансово-туристического кластера, такого пилотного проекта. Мы его расписали. И при этом мы решили совместить кластерный подход со стратегией национального
государственного брендинга. Почему для нас это важно? Потому что мы очень много говорим о положительном импульсе, имидже Абхазии на внешней арене, что это имеет не только внешнеполитический, но и экономический эффект. Но, вы знаете, имиджология – это, конечно, тоже наука, и она тоже заключается в том, чтобы создавать позитивный образ страны, государства. Но когда мы говорим о государственном брендинге, бренде государства как такового. И это не то же самое, хотя и связано, но не то же самое, что бренд определенных товаров. Ну вот все знают абхазские мандарины, как бы бренд есть, да, но бренд государства – это тоже разработана теория, хорошо разработанная. Он складывается из положительных характеристик, которые имеют еще и коннотацию при принесении прибыли. То есть здесь еще присутствует такой маркетинговый компонент, которого нет, допустим, в имиджологии. И вот мы решили совместить вот два вот этих подхода, то есть стратегия национального брендинга плюс кластерный подход. И вот именно в рамках вот этого, через призму брендинга, через призму кластерного подхода рассмотреть вот такой смешанный кластер. Я хочу сказать, что возможно, в будущем в Абхазии имело бы смысл говорить об однородных кластерах, например, как финансовый кластер, важнейший кластер, которым характеризуются такие страны, как Швейцария, например. Вот. И поэтому я считаю, что более подробно, конечно, все это написано в работе, но считаю, что какие преимущества дает такой подход. Прежде всего, объединяются позитивные, так сказать, потенциалы вот трех этих отраслей. Вот важнейшая проблема, допустим, сельского хозяйства сегодня, да, это проблема сбыта сельскохозяйственной продукции. Если мы ее, ну я вот очень упрощенно, да, эту схему пытаюсь расшифровать, если мы, например, объединяем вот три вот этих вот компонента в одном кластере, причем это должны быть географически взаимосвязанные такие объекты кластера, вот, то решается проблема сбыта сельхозпродукции, потому что участником такого кластера может быть такой туристический объект или компания, которые согласны отвечать определенным условиям, чтобы быть участником кластера. Прежде всего, они должны потреблять именно сельхозпродукцию, которая производится в Абхазии. И здесь есть и брендинговый компонент, потому что мы можем постулировать тот факт, что в Абхазии туристический бизнес, он базируется на органическом, натуральном питании, экологичном. Дальше, что касается компонента финансового, да, в рамках такого кластера. Ну вот представьте, есть ядро, в качестве которого мы рассматриваем туристический как наиболее развитый сегмент общества. И вокруг этого ядра, вот как гроздь, да, винограда, формируются компании, финансовые институты, может быть, банки какие-то, плюс сельхозфермы, может быть, даже организации переработки. И внутри вот такого кластера возникает свой собственный кластерный капитал. То есть вот ресурсы каждого объекта, они объединяются в единый кластерный капитал. И вот этот капитал, он может быть ресурсом внутренних инвестиций самого кластера, а в случае успешного развития ресурсом для поддержки даже других кластерных инициатив. Поэтому, ну, если коротко, есть очень большие преимущества, и это показывает практика других стран, в том числе в России. Знаете, в 2012 году было обозначено 25 пилотных кластеров и с очень большой государственной поддержкой. Сегодня в России уже более 100 кластеров. Я уже не говорю про кластеризацию в Европе, в Америке, там вообще практически экономика вся кластеризирована. И в этом усматривают именно, значит, причину конкурентоспособности высокой, причину вот таких вот успехов. Поэтому мне кажется, что
завершая вот свое выступление, я хочу обратить внимание на вот разные принципы государственного участия при формировании вот таких приоритетных пилотных кластеров. То есть мы не можем сейчас вот говорить о том, что мы будем огромное количество кластеров. Конечно, приоритетные отрасли, такие, допустим, как сельское хозяйство и так далее. Существует вот два подхода с точки зрения государственного участия. Есть подход, как, допустим, в Америке. Государство просто не препятствует. Просто не препятствует, создает какой-то благоприятный фон для развития вот таких инициатив. А есть другой подход, где государство напрямую участвует, напрямую помогает, даже субсидирует или льготное кредитование. И это выгодно всем участникам такого смешанного кластера, потому что и финансовый сектор нуждается в субсидировании, не говоря уже обо всех остальных.